у нас была идея перед началом полугодия не только сразу сделать курс, занятия, но и, в общем, посмотреть, что мы имеем. Во-первых, посмотреть, обсудить ваши личные движения, траектории, продвижки, наработки. Ну, а во-вторых, у нас предстоит игра, которая будет руководить Иван, и который делал тихое, но предложение для участников школы включиться в техническую команду, но он, наверное, сам его сделает позже, еще раз. Вот. Ну, то есть предстоит игра, и, в общем, в любом случае вопрос участия в игре тоже стоит, поэтому вот я бы хотела начать перед тем, как обсуждать спецкурс, ну, в смысле, собственно, там лекции по спецкурсу, какие-то ваши итоги, как вы дошли до такой жизни и до чего вы дошли, куда вы стремитесь, какие у вас планы на ближайшие? Как ты предполагаешь, люди должны отвечать? Искренне, честно, на крайности. Может, более формальную рамку введи, чтобы веселее все было можно вызывать, а то... Нет, ну вот смотрите, у нас как бы было как минимум, ну правда вот не у всех, наверное, такой Сергей, там не было темы своей, так или иначе мы определялись с темами. Каждый брался работать над своей темой, работать самостоятельно и вносить что-то на методологический семинар. Поэтому у меня тогда вопрос в продвижении своей темы. Первый вопрос. Второй вопрос в планах на методологический семинар или отчетах по работе в методологическом семинаре. Ну и тогда план в отношении игры настоящей, если они есть. Все. 3 вопроса. По списку говоришь. Ну, могу тогда я начать, чтобы всем остальным было чего сказать по поводу игры. Хорошо, давай. Значит, так, первое это тема, второе это участие в методологическом, да? Да. И третье это игра. Так, значит, надо выходить, наверное. Выходи. Что я тут сижу? Власть Символизируете. символизирует. Так, тему я выбирал образование, но абсолютно так в общем, потому что я не знал там, ни что в образовании копать, там, ни что должно стать каким-то проектом. Просто, можно сказать, это мой образование, как, наверное, предмет заботы. Интересно было разбираться с образованием. Из продвижек, ну, в принципе, я бы от себя ожидал, что выйти на какую-то конкретику, но пока что все равно это очень смутно получается сделать. Попытки без этих длинных нарративов и тренинговых рассуждений про себя, да, быстренько, раз, два, три, как оно принято у нормальных людей. Короче, по попытке выйти на тематику моего магистерского проекта были через методологический семинар, то есть это был доклад на тему каких-то антологий образовательных. Вот. Я думаю, там ничего, мало что прояснил для себя, но
собираюсь продолжать двигаться в этом направлении. Вот. Для себя, наверное, как все-таки уже я вижу магистерским проектом, это как раз проект игры университетской. И сама организация игры, наверное, это мне придется полностью сосредоточиться на этом, поэтому, наверное, об образовании я буду думать в фоновом режиме и на том материале, который будет получен в ходе игры. Вот. Теперь по поводу отношения к игре. Я занялся организацией игры, буду руководить. Вот. Игра будет посвящена теме, еще не вызначенной теме, но посвящена развитию летучего университета. Вот. Она будет, так сказать, первой в ежегодных играх университетских. Мне для организации игры нужно две вещи. Первое — это семинар, посвященный продумыванию игры, планированию, организации и так далее. И команда игротехников. То есть те, кто будут на игре помогать мне организовывать игру и, соответственно, участвовать в семинаре по организации. Есть команда? Пока что есть методолог, который сегодня тоже приглашали, что-то не дошел, это Кирилл Мыльников. Вот. И пока что все. Вот сейчас будут кто-то говорить другие участники потенциальной школы. Можешь отбирать прямо сходу по их выступлениям, делать предложения и учиться в подготовку игры. Если, конечно, не те подойдут. Собственно, в этом и был замысел, почему я хотел не просто очередное занятие по школе магистров игры, а в том числе смотр, кто из живых остался и кто вообще заинтересован в обучении практическом. Все. Вопросы, может, какие-то от участников? Все ли понятно с игрой? А тема когда будет обозначена? Тема как только будет готова, но я думаю, что рабочий вариант темы есть. Это, как оно звучало там, современные стратегии сообщества интеллектуалов, в коем видится летучий университет, адаптация и противоположность адаптации, там, экспансия, завоевание и так далее. Это в общих чертах такая рабочая. В любом случае, значит, тема игры связана с будущим, да, и с его как бы бытием, да, то есть будущим. Да? Хорошо, Связано, но не ограничено этим. понятно, окей. Я не знаю, стоит ли сейчас или просто, может быть, потом было бы. Но как ты видишь процесс включения, например, потенциально нас в процесс подготовки игры? Те, кто будет иметь желание это сделать. То есть какие необходимые для этого будут еще стадии? Одна из стадий — это соучастие в процессе продумывания игры, то есть выход на тему, проблему игры, орг-проект и так далее. То есть работа с доской в семинарском режиме. А второе — это формат тренинга для игротехников, то есть обучение конкретным техникам, работы с группой, с доской, с игровым коллективом. Можно я добавлю от себя? Да. Дело в том, что Иван будет собирать в любом случае команду игротехников и организаторов игры. Соберет он ее из вас, и будете ли вы в этом участвовать, или он ее соберет, допустим, у старых игротехников,
Нет, Поэтому Иван, как бы- я поэтому спрашиваю, потому что Иван говорит, я хочу собрать команду игротехников, да? Да. То есть, например, если я, например, хотела бы включиться в процесс и не являюсь игротехником, я спрашиваю, что, ну, скажем, что надо сделать, чтобы прийти туда, чтобы ты, там, например, взял игротехники. Ну, Пойти И будет ли и сильно где-то- попроситься у него. ну, Сказать, можно я буду работать, мне очень надо, ну и так далее. Вот. Буду везде ходить. Да. Буду делать домашнее задание. Все? Все. Следующий. Алфавит. Николай. Я повторю. Однозначно. Ну, да. Поскольку тебя... Дальше я сомневаюсь с вами, мне сложно будет в голове выстраивать. Помните, по поводу нашего участия в школе магистров игры, в частности, ну, я думаю, что, наверное, мне придется начать с нуля, потому что даже ту тему, которую я как-то озвучивал, она была больше, может, вынужденная, не то что вынужденная, но мне хотелось включиться в такую сферу деятельности, там было больше связано наверное, с экономикой, хотелось выделить какие-то экономические понятия и там, разбирать Беларусь, там, начиная с региона, например, какого небольшого, там, стабильность региона в экономическом плане. Но я думаю, что наверное, не совсем то, чтобы влекло бы меня настолько, чтобы я этим занимался достаточно долго и делал какую-то работу в этом плане. Вот. Ну, я думал, что может быть какой-то темой, которой я мог бы заниматься, как магистр школы игры. Это, собственно, игра в широком смысле. То есть в описании такого понятия. У нас было пробовано сделать и семинар, и тоже разбираться когда у нас с Королевичем небольшой семинарчик, мы разбирались с этим, читали книги. И мне было интересно, в том числе, изучая этот феномен как таковой, в том числе включиться в работу по ОДИ, который предстоит, вот, и быть одновременно там, и участвовать в организации, разработке, там, реализации и через это как бы приписывать различные, ну это как один из видов игр, если брать игру понятие в общем. Вот. И, ну, и вижу как игру как некую, ну, это гуманитарная категория, с которой следует разбираться, в том числе на методологическом семинаре можно разбираться в взаимодействии, связи, выстраивать между игрой, деятельностью и мышлением, к примеру, как это взаимосвязано, потому что есть много вопросов. Ну и в том числе как развитие какой гуманитарной области, что-то, игра, технологии, не знаю. То есть у меня больше вопросов в этой сфере, нежели каких-то есть ответов либо рассуждений. Но я думаю, что это тема, с которой я хотел связать с магистерским работой. Вопрос? А напомню, ты участвовал в семинарах методологических? По-моему, ты пробовал делать доклад или нет? Я делал, ну, в этом сезоне, наверное, не было доклада, потому что я как-то не видел, не была одна тема, но ее как бы Владимир Ильич озвучил на нас. Мне хотел интересно, ну, я хотел предложить как доклад, как должен выглядеть очень методологический доклад. Когда на втором занятии он ввел эту тему. Поэтому я потом, собственно, какую-то тему не подобрал. Ну, как бы не было идеи, что и как бы с пустой головой без содержания не выйдешь, что делать такое. Понятно, что ничего не понятно. Пока. Есть ли вопрос? Так, значит, я с темой не определялся, вот. Но я подбираюсь к ней с практической точки зрения. В принципе, сформулировать свои интересы могу. Вопрос, как грамотно это, значит, обозначить, да, с точки зрения методологической науки. Значит, чего мне хотелось сделать как магистерскую работу и вообще как результат своего участия в будущем.
Мне интересно реализовать некое сообщество людей, которое бы выстраивало свое общение на законах методологии. То есть я довольно продолжительное время наблюдаю за тем, как там существующие механизмы социальных сетей не сводят любой диалог на уровне плинтуса, да, ну и, соответственно, мне интересен момент, наоборот, подтягивания людей и вывод их либо же там через игру, либо же через какой-то процесс взаимодействия на вот этот самый редкий момент мышления, о котором мы часто говорим. Для этого я вижу необходимость организовать это действие и, скажем так, подтолкнуть широкие массы желающих поучаствовать в этом людей, которые находятся онлайн, в общем-то, к этому процессу. Что я сделал к сегодняшнему дню? Ну, я подготовил базу, то есть на сегодняшний день создана социальная сеть уже, значит, создана на архитектуре блокчейн, то есть она не цензурируемая и не модерируема, то есть абсолютная свобода общения. На сегодняшний день там люди активно регистрируются, там уже порядка нескольких тысяч людей зарегистрировано, да, но все это происходит пока не инициированным путем. То есть сейчас передо мной стоит задача разработка неких механизмов, когда общение будет выстраиваться в рамках. То есть мы задаем рамки на любом семинаре, на любой теме мы задаем рамки. Я хотел бы эту методику, методологию задания рамок для какого-либо общения между людьми имплементировать в конкретный кейс. Ну вот это у меня такая лабораторная работа. Да? Что я хочу в результате получить? Я хочу в результате получить некую площадку, где люди выходят, собственно говоря, на этот момент мышления, благодаря тому, что их общение структурировано. А структурировано оно на основе неких методологических знаний. Из минусов могу сказать то, что мне совершенно не хватает теории, и кроме того, у меня полный провал по, скажем так, знаниям в области методологии, связанные с тем, что начиная с июня я очень редко в Беларуси нахожусь физически, да, но я планирую эти пробелы знаний устранять, потому что все семинары записываются. Единственное, что я не совсем понимаю, что из очень большого кластера знаний в области методологии более релевантно к моей задаче и что менее релевантно к моей задаче. То есть я пока не могу нащупать именно тот путь, по которому мне четко надо идти. Я бы не хотел отвлекаться на какие-то факультативные знания, если можно так выразиться. Я бы хотел сосредоточиться конкретно на то, что мне надо для моей задачи, для того, чтобы ее успешно реализовать. Вот. Честно говоря, если можно ставлю, то есть я, например, не могу себе представить набор знаний, да, которые должны быть решением твоей задачи. Ну, в смысле, почитаю эту книжку, или посмотрю эти семинары. Я хотел бы как раз таки, чтобы так все было. По крайней мере, я такого представить себе не могу. Я, честно говоря, достаточно скептично отношусь к самой идее, но, в принципе, почему бы нет? Да? Но все, что я могу себе представить, это есть две формы организации мышления методологии. Да. Да? Это игра, деятельностная, и семинар методологический. И вопрос, тогда, вопрос твоего, знания, понимания, или даже не столько знаний, сколько подходов, да, как это сделать, это участие, разбор и рефлексия того, как это организуется. Окей, значит, да? надо То есть, двигаться в этом можно, направлении. конечно, почитать книжки про игру, я не знаю, про семинары, вы, наверное, писали что-нибудь, но обычно это поэтический сопли. Да. По игре я читал брошюру, которая Да. была сделана. Я ее внимательно изучил, то есть там была поездка в Германию, потом рефлексия после этого, да, то есть... я понимаю, что тебе нужно для того, чтобы двигаться дальше, это, собственно, участие живое, опыт и рефлексия, и, некая фиксация для себя, как минимум, тех частей, которые, кроме рамок, и задания рамок, которые вообще, в принципе, организуют такого рода коммуникацию. А что ты сейчас делаешь? Реагирую на... Окей. Значит, в этом случае, что касается участия в игре, то
вот, собственно говоря, эту литературу, которую сбрасывали, да, я изучил, то есть, в принципе, там более-менее теоретически ее все понял. Ну а остальное, видимо, на практике, когда будет Иван все организовывать, я приму участие, потому что это как бы отвечает на мои цели. Но пока вот как бы что есть. Если есть вопросы, то подходите. 3 человека уже выступили. Ну, в таком же режиме будем выслушивать. Ну, у вас есть предложение, Валерий? Да. Давайте. У меня предложение по гендерной идентификации. У методологов есть 2 пола. Это, собственно, методологи философы и игроделы для игропрактики. Соответственно, это не просто некие, действительно почти как 2 пола. Вы гермафродиты? Эти люди, нет, сейчас я объясню. Эти люди различаются по всем проявлениям. Философы, методологи или методологи-философы, они рассуждательны. Они говорят медленно, задумчиво, чего-то на доске грейзают и так далее. Методологи практики, игропрактики, революционеры, можно их так назвать. Они говорят резко, грубо, четко, с железом в голосе. Если вы беретесь за организацию, Сергей, какую-нибудь хрень, соцсети там, и так далее, вы определяетесь гендером. Тогда вы организатор. Окей. Если вам нужен в этом месте спарринг-партнер, вступайте в брак с рассуждательным методологом, который будет вправлять вам мозги по ходу того, когда вы будете принимать какие-то решения и осуществлять какие-то действия. При этом половая принадлежность методолога, она как у рыбок. Есть такие рыбки, которые в зависимости от температуры среды там или еще каких-нибудь вещей меняют по необходимости. Ну, мужские черты приобретают женские. Соответственно, методологи тоже могут по ходу жизни менять гендерную идентификацию, идентичность. Иван, например, в паре с Клишевичем был рассуждателем, философом, методологом у организатора Клишевича. Теперь, когда он становится руководителем игры, он сам меняет половую идентичность. И ему нужен в пару другой. И он берет Мыльникова. Понятно. Ну так ведите себя в соответствии с половой принадлежностью, блин. То организатор, где же ваше железо в голосе, Иван? Тренируется. А если уж вы рассуждатель и философ, как бы, ну тогда, блин, где ваши результаты на доске, ваши мысли? А то хрен знает что, гермафродиты в самом деле. Комменты давайте на выступ. На чего? А? Мускевича или... Не. Просто вот коли приезжала ну вот женщинка и мужчина, забыл имена, вот, и на последнем семинаре, и вот они там рассказали про то, что там некие... Вера Даниловна. Вера Леонидовна Данилова. Вот, да. Было на методологічній семинаре. На конференцию приезжала целая. Была на семинаре. Да, вона розказувала про чувака, який якби нібито спробує ОДІ як-то лічбувати. В сетях. Да, вот. Ну вот можно здесь взяться. Я, правда, ему писал, кажу, а вот что-нибудь где-нибудь вы описываете, где, ну, что вы робите?
Ну как, не описано. Это какое-то поколение читающих людей. Все надо почитать. Не, ну так, так, ну как зрозуміти, що це робить. Ты Сергея Дедковского имеешь в виду? Ну, Какой-то Мушенко вообще. ну, Не, ну блин, ребята, Ну, что такое, как бы? Если это значимый человек, ну, не очень, первое, не очень значимо, походу. вот, тогда, блин, это самое, нахрена про это рассказывать? Ну, вот, как бы, вероятно, его есть... А если хоть чем-то связано, вы должны знать его имя. В Фейсбуке все записано. А то, блин, прочитал голубую книжечку, понимаешь, и сам стал хрен знает кем. Серию припыленную еще надо почитать. Сергей, так, а твой интерес к предстоящей игре, ты сказал, участвовать, в какой роли ты хочешь участвовать? Ну, как сказать, меня интересует, как бы, как это все организовывается, как это все проходит. И моя как бы, главная задача это подумать, каким образом мне это имплементировать в моем как бы, проекте. Да? То есть могу ли я игру переложить, например, как бы, на онлайн, или это вообще невозможно. У меня ответа нет сейчас на этот вопрос. У тебя исследовательский интерес. Ну да, именно исследовательский и практичный. То есть вообще все мои как бы, задачи, они сугубо практичные. То есть мне вот любое знание, которое я получаю, хочется сразу как бы внедрить. То есть вот есть такая тема, да, то есть. Или внедрить, а потом получить знания. Ну пока вот я вот именно по этому пути иду. А на семинаре методологические ты еще не ходишь? Ну, по причине отсутствия физического. Николай Верховский. Ну это совсем другое дело. Ну, так я же скажу, что можно не запоминать. Нет, почему? Надо запоминать. Потому что Николай Верховский один из интеллектуальных лидеров Сколково. Это вам не хухры-мухры, блин. Ну так. Понятно, что рыбить. Что нам делать с долларом? Что нам делать с... Ладно, едем дальше. Чё? Так, у нас пункты были личная траектория, Да. отмечена, куда пришли, до чего выкатились. Потом второй семинар, третья игра, правильно? Да. Угу. Значит, по личной траектории, когда мы обсуждали в начале этого года, ну, то есть у меня в сфере моей деятельности было обозначено создание партии «Зеленая в Беларуси», и в частности, ну, и в частности, в разрезе, который мы говорили, этот вопрос был работа с идеологией, ну, то есть создание идеологии соответствующей. Я теперь буду, когда буду спрашивать, что делает ваша отличный мастер? Ну, партию создали там. У одной из слушательниц это было в качестве курсовой работы сделано так. Зеленых, так. Да, значит, мы говорили, когда обозначали траекторию, говорили, пришли к моменту необходимости создания текстов, ну, вроде бы даже про книжку шла речь, да. Я к чему я пришла за последние там, полгода, особенно за последний вот месяц, в связи с, в том числе, мероприятием, которое Андрей помогал проводить, это то, что в этом году книжку создавать будет еще рано. Ну, так, но я знаю, что нужно, ну, в смысле, скорее это будет год набора материала, вот так. Ну, то есть, ну, возможно, можно обозначить несколько каких-то, ну, там, текстов, да. Ну, первый момент, потому что, ну, не из чего еще не проработано, ну, как материал. Второй момент, я очень сильно в данный момент не соответствую, ну, заявленной роли, да, то есть, и у меня для личной траектории на этот год будет сильно личный апгрейд, ну, в смысле, как цель стоять. Вот, плюс по вот этой задаче, которая про создание организации, ну, в смысле, про разработку идеологии, в том числе я просто сразу линк делаю с третьим пунктом, да, ну, я бы хотела применять, ну, в смысле, я бы хотела применять игру, а для этого надо научиться это делать и уметь это делать для своих поставленных задач. Вот. Поэтому, ну, кстати, не только поэтому, но
в частности, это сфера, где я вижу, где я смогу ее применять. Но я бы очень хотела пощупать сейчас игру вживую, потому что шел второй год как бы, да, обучения, вот, и живые игры не считаем начальные. И я бы хотела включиться в игру настолько, насколько, ну, в смысле, в подготовку, настолько, насколько это позволяет сейчас, скажем, моя исходная возможность, да, и готова приложить усилия для того, чтобы набрать какие-то необходимые компетенции. Это Иван, да. Ну, так, буду очень благодарна. То есть Иван. В общем, хочу в игротехнике. Но в перспективе, наверное, я к концу года хотела выступить заказчиком игры. Ну, про это уже раньше говорили. Но для этого хотелось бы изначально понять, для того, наверное, чтобы выступать заказчиком, еще тоже хотелось бы точно понять, как это работает. Ну, вот как-то у меня здесь двойная такая какая-то. И я понимаю, что интерес к игре вообще, к вот этому вопросу игротехники, он в значительной степени, в том числе лично, не исходит из этой позиции заявленных задач частично, но я вижу, где его можно применять. Что касается семинара, я думаю, что я где-то к середине, к концу января, у меня есть сейчас пару тем, которые можно вынести на рассмотрение. Опять же, они будут связаны с моей темой деятельности, с моей деятельностью. Но в силу того, что я очень сильно влипла в деятельность последние полтора месяца, я семинар очень много пропускала, вот, поэтому надо будет сейчас как-то обратно вернуться в ритм, вот так. Вот как-то так. Хотя бы мазками какими-то грубыми вот эти темы можно набросать или... Грубыми мазками у меня возникло, то есть мы говорили всегда, когда задачу ставили про партию, да, то есть, а после последнего этого панельной дискуссии, которую мы проводили, у меня возникли очень сильные сомнения в форме, в смысле, я знаю, чтобы что, но адекватная ли это вообще форма для текущих условий? Партия движения, в смысле, соотношение партия движения, вот эти все штуки, которые мы говорили, после этого ушли в глубокую этот самый, и до сих пор из него не вышли. То есть, какая-то такая критическое отношение. Да, идеологическое, в смысле, понятно, в смысле... Вроде тема понятна. Направление, да, куда двигаться, но как двигаться и что надо создавать для этого, не совсем уже стало... В смысле, возникли сомнения, скажем, до этого их было меньше. Непонятно для чего, а что двигаться. Для чего я говорю, чтобы сейчас не делать эту... Ладно, для грубых мазков, наверное, да. Для грубых мазков форма... Про личный апгрейд? Про личный, что имеешь в виду? я имею в виду, что... Да, я имею в виду, кстати, в смысле, это не только в рамках книги, в том числе, опять же, вот эта штука... Я уже сейчас очень активно все время смотрю теперь на Андрея. Я это хотела спросить до того, как Владимир Владимирович это говорил, да, то есть я понимаю, что, например, даже по итогам вот этой дискуссии, например, да, в смысле, которая была не по итогам, а по процессу, я понимаю, что у меня недостаточно, это даже не компетенции, возможно, да, то есть, в общем, я не могу четко, долго удерживать логически, структурно свою позицию, в смысле отставить ее. Мне надо просто, с одной стороны, долго, в смысле не долго, но нужно какое-то время еще тренироваться на кошках, со второй стороны, мне нужен кто-то, кто бы мог мне задавать внешнюю, как это сказать, ставить под сомнение, в смысле... вот как в этом... Спарринг-партнер? Даже не спарринг-партнер, скорее, человек, который с методологической, например, позицией, мог бы мою практическую, который мог бы меня выбивать все время из... Хорошо, а если в версии Мацкевича Яна не это самое... Не что? Не работает, в смысле практика и там... да, я говорю просто, что куда-то в эту сторону, да, я просто про это. Тебе не хватает теоретики, в смысле этого методолога-философа, или ты недостаточно хороший практик? Я бы не сказала, что я очень хороший практик, но я сказала, что мне бы сейчас, то, что мне нужно сделать сейчас,
Мне нужен философ, который бы как бы очень сильно дрючил за практику. Ну, то есть так. Ну, Подожди, а в как смысле... плохой практик? Партия создана, это же первый был тезис, что галочку Хорошо, еще раз. поставили. Ни хрена она не создана, эта партия. Да? Партия досталась ей, Наследство? ну, конечно. Ну, давайте не так уж досталось, да. Ну, короче, нет. не Так создано. подожди, создана или досталась? Это был рейдерский захват, но теперь непонятно, что с этим делать, говорит Ася. Нет, я говорю, что понятно, что с этим делать, непонятно как, да. Ну, в смысле, что делать? Я просто... Рейдерский С захват. этим ли делать Да. не... Ладно, хорошо, еще раз. Мне нужен для, в смысле, я сейчас понимаю, и в том числе, почему я говорю, что книжка, да, то есть для того, чтобы книжка, ну, в смысле, надо еще очень сильно потыкаться, в том числе в практику, подходить, порефлексировать, потыкаться в практику, подходить, порефлексировать. Ну, мне кажется, так, не знаю, может быть, это... А какой книжка? Ну, мы говорили про... Это мы было обсуждали. домашнее задание в стиле, кто нарисует в конце курса холст маслом, кто сделает исследование. Это мы когда обсуждали задачи Асины, ну и Учебные мы говорили о, ну, как бы, о в общем, лидере партии, да, то, ну, Владимир Владимирович говорил о том, что, в общем, у лидера партии должен быть текст. Там манифест, какая книжка? То есть это... Слушай, вот Не, ну может хорошо, быть, ну, окей, да, да, я книжка понял. не в смысле книжка Я понял, там ну, в в смысле, жесткой должен быть- обложке, да? Должен быть текст, который Спасибо. делает лидер партии, да? Не, ну, как бы, не теоретические взгляды обобщенные всего, да? Любой лидер А, партии Я является да. потенциальным главой государства. Любой глава государства должен иметь свое чучхе, рухнаму или зеленую разного книгу. размера, да. Окей. Так, а я не понимаю, а почему эта задача откладывается и... Я не сказала, что откладывается, я сказала, что я сейчас по текущей себе, текущей организации и вообще всему, я не вижу, как это может быть реализовано. Ну, в смысле, здесь очень много чего не хватает. У меня есть список чего. Ну ладно, то есть какая-то работа типа идет. Если есть список, Мгм. чего не хватает. Ну, в частности, наверное, надо писать несколько текстов, там, принести там тебе, Маскевичу, да, вы скажете говно, там, да, ну, в смысле, Да. на какие-то, я бы предпочла это сделать на Я какие-то. помню, что мы это обсуждали Да. в разрезе не в смысле того, что ты садишься как бы и из пальца высасываешь Нет, какие-то... понятно, да. Мы Что говорили, это да, некая, я поэтому и говорила... организованная работа, как бы я, например, участвую в этом деле, вот как бы сделали эту дискуссию, Да, Андрей, просто так вот. партийная дискуссия. Иван Сухий там ходил и говорил, что я скоро закончу текст. Да, у него это другой который, текст. но все равно это вклад определенный в эту самую работу, которая идет. И которая- Завершаться это Ну, вот должно... что, которое я говорила, что Ну, сесть, вот то, что мы в начале, когда мы в начале года это говорили, да, все-таки это выглядело больше как взять и написать, да, а вот здесь вот это как раз этот процесс, который начался, в общем, но он не может быть такой, ну, в смысле, его надо сделать много в этом году, то есть всякого разного, то есть вот в таком виде я это вижу. Я просто... Я понимаю, что надо сделать вот эту дискуссионную площадку. Я понял, то есть это в смысле ты да. не откладываешь эту задачу, просто ты... Я не откладываю, что то потом. есть, Я говорю, ну, что я знаю, что надо сделать, чтобы к ней есть прийти, ты но я не работаешь, способна но- взять это вот так, вот, типа, взять и написать. Окей. Ага. Как-то так. Вопрос. Он записывает. Всё. Все, все понятно. У кого еще есть желание? Намечается спрос на философа со стороны практиков явно. Что? Больше. Ой, практиков больше. На практике практики оказываются философами. Так что... Ну, нет, это я про высказывание, что практикам больше. Я в качестве вопроса ставила вопрос трансляции научного текста в том среде, как это сейчас делают популяризаторы. Популяризаторы делают это очень по-разному, эффекты у них тоже разные. И я хотела примерить скорее методологический такой разбор образования, к чему оно постепенно идет, на вот эту популяризаторскую функцию, какой она должна быть, как можно обращаться с научным текстом. То есть не в том плане, что поставить ему жесткие рамки, что вот можно только так и только так, а, допустим, там, писать веселые, забавные, не очень научные тексты нельзя, а в том плане, какие виды этой деятельности нужны будут, где роль в образовании. И у меня есть, в принципе, неплохая
есть база того, как текст разбирается, семиотическая, это текст текстовый, текст визуальный. С этим все достаточно все прозрачно, понятно. Мне не хватает скорее вот этой второй части, к чему идет образование. Здесь как бы несколько людей в это образование разбирают. Я пыталась постепенно натянуть это через схему трансляции опыта, пока вот мне было сложно с этим. Поэтому это вопрос, который хочется вынести на семинар, но я его не могу никак до конца оформить, чтобы было что выносить. И эта вся вещь было предложено рассмотреть методологию в этом вопросе. Мне здесь проще делать практическую часть, то есть непосредственно показывать, как можно транслировать методологическое знание разными способами. Вот. Остается этот момент схем передачи. Как-то так. Сложные лица не очень, особенно про последнюю часть. Про первую я поняла только следующее. У нас тут конференция будет про гуманитарные технологии. С тебя доклад на конференции про научпрук. А последнюю часть я не поняла. Методологии, схемы, если... Просто когда ты Кто на говоришь, ком стоял? что у тебя есть, ну вот, по крайней мере, номинативно, что вот это у меня есть, а тут вот затык в схемах там, трансляции или там, чего-то такого, то, по-моему, тебе не нужно ждать до конца оформления мысли. Нужно, по-моему, на семинар уже идти с проблемой. То есть выносить это как проблему? Если ты можешь формулировать это как проблему, как бы, как, ну, по крайней мере, вот в там, слабой формулировке проблемы, как знание там, и незнание, что это вот мы точно знаем, а из этого вытекает вот такого рода незнание, то это вполне может быть выносимо на доклад. Может, ты вообще неправильно все как бы определяешь, там тебя скрутят голову на семинар. А может быть, наоборот, там все будет. Потому что у меня есть разные форматы обращения с текстом, есть разные их итоги, как они воспринимаются, как они работают в народе, на какую сторону, где какие бонусы, плюшки приносят. Вот. Нет вот этих требований со стороны будущего образования. Какими форматами необходимо, чтобы развиваться под каким-то вектором, каким не знаю. Нет. Ну, там вот Дамарская начала про будущее образование. Вопрос. Что сыграть? Что с игрой? Спрашивает Милана. Вот она же... Что с игрой? Ну, я-то не игротехник, мне так кажется. В смысле, что мне кажется, что я там очень мало знаю. Потом даже много знает. Я бы, конечно, поучаствовала, потому что мне интересно и опыт набраться. Вот. А уже решать, кто тебе там нужен, ты должен сам. Я знаю, кто мне нужен. Это же вопрос твоего самоопределения по отношению к предстоящей игре. Хочешь ты в этом участвовать? Нет. В каком качестве хочешь? Ну и, соответственно, дальше уже выстраивать путь к тому, чтобы там оказаться в том качестве, в каком ты хочешь. Окей. Хорошо, я могу заявить позицию, что участвовать я хочу, а уже детали я выясню потом. Другие способы упрашивания, если... Кто дальше? Да, хорошо. Кровь на доске. А? Коротко хочу, в общем-то, две задачи, ради чего я сюда пришел. Это первая побыть на игре, посмотреть, что это такое и как это я могу применить, как в этом быть и, может быть, находить заказчиков. Ну и второе, то, что я хочу, ну и, в общем-то, делаю, это раскручивать свою психологическую практику, тренинги по мышлению с помощью технологий, схемы использовать. Ну, в общем, вот такое мое.
Что за практика? Можно попробовать? Психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, мышление, ошибки мышления с фидбэком. Это лечебное что-то? Да. А что он лечит? Депрессию. Лес. Конечно. Что еще можно с помощью мышления? Психотерапия, мышление. А вы уже что-то пытались встраивать? Ну, просто интересно. Да. Мне кажется, что это очень должно разрушать Маскевич, нахуй. конечно, тут вот юрничает, и он не Нет, верит так я понимаю, что в это мышление, но против, как бы, ну, когда что-то противоположное соединяешь, получается что-то интересное. Ну, да, я встраивал, да, это интересно, ну, по крайней мере, мне. Не, а пациенты, да, или как они называются? Да, кстати, как вы это называете? Пациенты, да, или Клиент. клиент? Естественно, то, что здесь я увидел, то я нигде никогда не видел, и меня это поразило. Ну, вот это вот, что у меня была такая перекос в онтологию, и когда просто человеку на две половинки на бумаге рисуешь онтология и деятельность, и показываешь вот эти вещи. Ну, ты, Ну, вы должны начинаться депрессия. Нет, просто я думаю, что это должно не лечиться депрессией, а наоборот. Усугублять как-то? Ну, в общем, это такое, чего, мне кажется, не хватает в психологии. Вот этот вот, ну, где есть такая четкость, четкое разделение. Вот. Ну, я увидел, что это можно делать, я это делал на себе, я это пробовал на людях, но в принципе... Нет, ну что, кроме шуток, что ли, пробовали на людях вот какие-то схемы Да, переносить схемы. на психотерапевтическую вот эту практику? Да. Ну, если коротко, то да, только это было не с точки зрения лечения, а больше планирования деятельности. Планирование жизни, ну, просто А вот есть какая-то, ну, то, что можно назвать темой вот, магистерской работы? То есть, потому что я как-то не Ну, услышал. Сергея не было, тема смысла не определяла, я потому думаю, что что ну, это ладно. и есть тема, только я должен ее окрасить как-то. Ну да, и вопрос в том, как она может быть, ну, там, оформлена, предъявлена, хотя бы, в общем. В виде пациентов? Видимо, да. Клиентов, точнее. Да. Нет, Была же, в конце концов, логотерапия. Какая? Логотерапия. Логотерапия. Вы, Владимир Владимирович, вы ведь тоже в своей, ну, как бы, практике совмещаете, допустим, там, Алексейчика, подход. Да, я помню ваш С- доклад про корни культурной с- политики, там, с кстати, методологией. вот этого... И мне кажется, что в принципе, если, ну, как бы, действительно, если это делать там осмысленно, осознанно, Но я и... никогда никого не лечил. Да, Ну, околечили нормально. Так что... Не, ну было у меня когда-то, но это было совсем давно. Не, ну это я скорее про то, что если действительно к этому подходить, ну, как бы там специально и осмысленно, да, то, ну, в общем, наверное, какое-то оформление там рефлексивное, там, и, ну, как бы, вот, как вообще это можно строить? То, как мы думаем, вызывает наши эмоции, то, как мы чувствуем, приводит нас к тому, что мы делаем. То есть, если в мышлении какая-то дурь, то так и эмоции, и депрессия, и поступки, и в принципе я не вижу вообще никакой разницы. Ну, разница есть, но я не вижу общая рамка, мне кажется, одна. И там это исцеление. Если здесь исцеление социума, то здесь исцеление человека. Ну, одно из другого. Социум из людей состоит. Ну, как сказать. Я вообще это сильно напрягаюсь. Ты не хочешь исцеления? Нет, я напрягаюсь по двум таким моментам. Ну, то есть первое, это то, что когда вот вы рассказываете про то, что вы делаете, ни хрена не понимаю. И Я тоже вас не понимаю. если это не эксплицировано, то есть не выявлено, то как бы непонятно вообще, что там происходит. А из-за этой непонятки, то есть у меня как бы есть такая, ну, достаточно жесткая установка насчет того, что психология и методология, как бы, это крайне разные
вещи. И про совместимость их, я не знаю, то, что я видел, обычно, это скорее очень плохие гибриды, да. И, то есть, и дальше чего я боюсь, да, что вы начиная что-то делать, будете и транслировать, что это обогащение методологии, меня здесь этому научили. Во-первых, ты не можешь это остановить. Выносить вовне. Подожди, то есть не могу это восстановить, я просто высказываю опасения, которые в связи с этим связаны. И не знаю, то есть. Тут, во-первых, знаешь, Таня говорит, что травмировал кучу людей, да? Психологи легко травмируются в нашей среде. Легко, да. Но если они более-менее здоровые люди, то они просто отскакивают. Категов, Чвыров. Попробовали. Если методология про жизнь, то почему она не может быть про психологию? Она вообще-то не про жизнь. Про деятельность. Про деятельность, да. Почему она не может быть про психологию? Может. У меня сегодня частично лекции ведь на психологических теориях Часто. основана должна быть, да. Это раз. Во-вторых, Абрахам Маслоу, например, когда из психологии, психотерапии вышел, он ведь вышел на самоактуализирующейся личности и в этом смысле оторвался от психологии как таковой. По крайней мере, той, которая его Скормила. И кормила. Нет, в общем, я бы не опасался раньше времени. Я бы тоже ни не за опасалась. что. Меня как раз в этом смысле интересует, не просто то, что Сергей что-то применяет, а скорее, опять же, рефлексия и, может быть, разбор того, как это происходит, потому что, мне кажется, что это, в общем... Я не обобщаю методологию, вы можете не переживать, я наоборот беру свою психологическую практику из методологии, а не наоборот. Меня интересует на доске рефлексия, и досрочное выворачивание того, что вы там творите. Я могу проинтерпретовать, мне здається, що виглядає по великому рахунку. Мне тебя не надо. Нет, тебя вообще не надо. Я могу это показать, но не на доске, могу быстренько показать так лично. Я думаю, что сейчас нет, но я могу показать, мне это интересно даже. Я думаю, что это следовало бы как раз обсудить и разобрать. А может методологическую комментарий заслушать? Нет, просто показать могу, вы скажете, может быть действительно и глупость. По крайней мере, я думать по-другому стал, я увидел эти плоскости две от деятельности. И не приставайте к человеку в этом смысле. Ничего интересного, я просто не думал, что вас это так... Развивается. Да, развиваюсь. И мне хочется участвовать в играх, смотреть, что это такое и как это можно использовать. Да. Травмирование людей. Хорошо, ладно. Кто у нас там еще остался? Леонид? Да, нет. Решение трудов? Нет, еще мы его на закуску оставили. А вы просто дали? Оставите на закуску. Что можно сказать? Тут в этом будинку я з'явився не минулого года. Ні, за минулого. И сойду в этом студии. Я устал. Теми, хто тут верховодить, що скончання школи дасть можливість вирости особисто. Оказалося раз в місяць, що треба працювати ніяк. Треба підрихтувати теми своєї особистої праці,
і ў выніку гэтай працы будзе назірацца асабісты рост. Як не дзіўна, але я не змог так акрэсліць тую, дакладна акрэсліць тую працу, якой мог бы я заняцца. А выхад ёсць які? Паназіраць, што ў якасці сваёй працы прапануюць астатнія, і зрабіць нешта па гэтаму узору. І тут назіраецца такая рэч, што у ўсіх вельмі якісь такія вельмі амбітныя планы. Просто гадавая праца вучня выліваецца, напрыклад, у стварэнне ці захоп там грамадскай структуры, ці тое, што Дуров Цукерберг зрабіў, ці у арганізацыі нейкай гульні. А ведаеце, тут і месяца не прабыўшых, это я кажу пра тое, што і году таму не мінавала, вельмі цяжка зразумець, што гэта ігра, як у ёй абходзіцца. І адразу ж я папаў на гэтую гульню, якая распачынала мінулы год, які начаўся трошкі спазнення. Ну што, заставалася зноў прыкласці той жа прынцып, дзейнічаць як другія, стараючыся іх імітаваць. І атрымліваць вынікі і глядзець, што атрымаецца. Ведаеце, вось гэты спосаб не вельмі неяк спрацаваў, бо я тут ёсць прысутнічае, атрымаў ад аднаго чалавека рэпліку: вы што, над намі издеваетесь? Прыйшлося маўчаць больш. Але ж можна ўзгадаць, што год таму прапанавалася ствараць тэксты нападобе жыцця там, ну, святых, так. Все ж я паспрабаваў тыя напрацоўкі, што былі ў мяне назапашаны, нейкае падобие гэтага тэкста ці пародыю сфарміраваць. Других тэкстаў не назіралася, но вучань не вельмі тут павінен кантраляваць тое, што робіць тыя аксакалы, што кіруюць працэсам нашага выхавання. І калі я ось цяпер прыйшоў сюды, то все ж пастараўся сфармуляваць тыя пазітыўныя фармуліроўкі, якія ўсё ж былі бы для мяне карыснымі. Разумееце, як я разумею, чалавек робіць у сваім жыцці многа розных рэчаў, і некія рэчы яму не патрэбны. Но ён назапашвае іх пра запас. Ну, напрыклад, ён там ведае, што там ён ніколі не захварэе, але все ж там сачыць за сваім здароўем трэба. І так я сфармуляваў ось, а зараз і выкажу тыя, ну, той, можа, зародыш таго, чым бы можна было бы мне заняцца, не арыентуючыся на тыя вельмі перспектыўныя ўзоры, што былі тут зараз прадэманстраваны. А гэта адказ на такое пытанне: як можна самому назіраць за сваім асабістым ростам, асабістым, лічнасным, і як можна яго кантраляваць? Ну, вось так я тут агучыў гэтую фармуліроўку. І вось я зараз намагуся падабрацца да таго, во што гэта можа выліцца. Не хацелася бы даваць занадта рана, занадта канкрэтызаваныя апісанні таго, што можа стварыцца.
Я тут, пакуль тут хадзіў, стараўся занатоўваць тое, што тут адбываецца. Ну, в некоторым сэнсе гэта залішне. Чаму? Залішне з таго пункту погляду, што зараз вядзецца нейкі запіс, што заўсёды можна сказаць, адкатаем на некалькі гадзін таму і атрымаем то, што убачым, што на самой справе было. Але тое, што на самой справе, яно фіксуецца вось в такіх дакументах, якія ты пішаш асабістай рукой на асабістай мове. Вось калі ўсё гэта неяк перачытаць і пераглядзець, то можна будзе ўбачыць, як назіраецца твой асабісты рост. Што, напрыклад, так я магу асабіста ад сябе заўважыць, што, напрыклад, дзякуючы лекцыям Владимира Владимировича, можно было асэнсаваць, што ўсё ж занадта была у мяне тенденция великая к абсолютизации того, что я лічыў, ну, сапраўдным. То сё, сапраўднае так. А так нейкай поглядишь, и оказывается, что не столь важно, что есть на самой справе, як тое, что люди поміж собой кажут, домовляются и могут домовляться не асэнсоўваючы к этого. Тому вот у меня есть тут некая такая претензия до такого штучного расчлянения процесса, и боюсь казаць і думання, на рефлексию и тое, что у сапраўднасці. Сапраўднасць, рефлексия, гэта некое разделение, якое может быть проведено в некой другой плоскости. Я уже, мабуть, занадто зацягнуў, и тому спыняюся и готов слухаць тое, что вы мне скажете. То есть тема — это личностный рост, да? Назирание, контролирование. Технология назирания, контролирования. Ну, или оказывается. Ну, хорошо, очень хорошо. Хорошая тема. Я просто хочу сказать, что это может некая рамка для того, как упорядковать и то, что назапашено. К Ивану надо еще присоединиться. Зараз могут быть два питания. Як ви ставитеся до гульні, як ви ставитеся до методологічного семінара? Не ставитесь. Что вы робите, збираетесь, что все робите. А як ви ставитеся, мне все равно. Ні, як ви в відносинах до насовуючися до нас гульні. Добре, видите, есть такой роман «Трудно быть Богом». Там Румата до своего сябра Антона по сапраўднасці Кондора, герцога Кондора, пришел, з'явился. И он кинулся к Антону и думал, я ж тебя обниму, мы в интернете на одну ложку там ночевали на соседних. Але тут у его ноги подломились, и он на одно колено встал, откинул шляпу, дал глубокий поклон, и все это инстинктивно. Так вось, коли добра процессы в летучем университете налажены, то те, что праз его проходят, становятся магистрами гульні незалежно от того, там яны коммунары или калимунары. Так вось, я вас хочу у себе назирать такой процесс и его отрефлексовать. Насамрэч толькі одно пытанне да вас, Леонид. Толькі вось, шчыра і проста, да ці не. Ваше самаадчуванне ад наведвання всіх гэтых заняткаў.
вы тут марнуете час, ці все ж таки штось адбываецца карыснае. Щиро отказать? Шчыра. Метафора. Не, шчыра просто адказаць. Да, Так, или да, да или нет? Да. Ну, калі немагчыма, то давайте не так. Метафора. Там каля парка Челюскинцев есть дворец водного спорта. Так вот, там есть вышки 5, 7, 10 метров. Вот, коли скокаешь с них, ты забираешься на 5 метров, вот, страшно. Скочишь, потом на 7. Ой, все. Вот, коли ты залезешь на вышку, а потом спустишься, это марнование часу. Коли я не скочу тут 2 ходы, что вы мне обещали, то будет марнование часу. Ну что, я забрался на вышку, что робить? Ох, надо быть. Все, к Ивану однозначно. Не, Иван, понимаете, разумеете, это так само той важный момент, який я не хотел бы тут промолчать, бо коли я промолчу, то забуду, а то слово, что не сказано, оно в чертог теней вернется. Ведаете, вот гэтая гуня, что значит подрыхтовка гуни? Я задаю питання і одразу розказую. Кожному роздать роль, він роль вивчить на зубок, потім йде спектакль, і режисер, виступив, там кажуть, не та роль, не, роль добра, вивчена, не то. Ну як ви можете з чоловіка зробити ігротехніка, коли у його не можуть бути навики? А навики – це ті, може, повадки діяння, які не передаються словами, і які, може, не передаються праз дошку, бо вони передаються у самой гуні. Ось такой завбав. Я просто не обдумав то, що хотів сказати. Коли додумаю, скажу. Дякую. Важное замечание, спасибо. Все. Друзья, я пошла. А ми кажемо на питанні яке? Тут Чому ми спозняємося? Завжди це перше. А голову ты тоже забыл? Да, голову ты тоже забыл. Это другое питание. Третє питання – це як ти просунувся у своїй темі, яку я обирав у якості магістра співпраці. Третє питання, тут напевно все просто з уділом у методологічній семінарі. І четверте питання з уділом у гуні. Ага, ну окей. Тоді я одразу нагадаю, що у мене була за чим я працював і потім куди це все вийшло. Бо я працював над тим, моя цікавість була накерована на те, щоб створити технологію стимуляції певної самоорганізації. Ось. Там было 2 мотивации в этом. Одна прагматичная, яка виливається умовно в створенні перетворення Білорусі некий такой умовно європейський Сингапур, как бы все развивалось на основе человеческого материала. Другая это такая чисто практичная речь, створение технологий, которые можно мультипликовать с публиком где завгодно. Вот. Вот. Коли казати, з якої б я позиції гендерної це робив, то ведучий університет не змог підрихтувати методолога, який мог би мені допомогти в этом, і на практиці отрималося, що практикою приходиться як там була.
Тобто, короче, по факту я займаюся методологічною працею. Зараз. З практикою все більш зрозуміло і в цілому ок, пробіли от типу, як це робити. Ось. Спочатку я думав, що можливо це нечто там у бок рухаться. Ось, за що ще винен Єгорову коньяк. Вот. Але по факту зрозумів, що це все-таки не про рухи, і зараз включаю з ближайших таких речей, в яких я буду спробувати розбиратися, це в этом, в ідеології коротей. Тобто кантології, ідеології, якби там основання всього этого, і як це все створяється, і як воно, чим ми можемо допомогти. Ось. Вот, типа, по факту, как так резюмати розумію, що це така, якби, гуманітарно-технічна отримується річ, що ви є гуманітарну технологію, з іншого боку пояснити технічне оснащення в даному випадку айтішне, як це все там скомпонувати, як досягався ефект, який необхідний. В принципе, разбирательство с ветами, но мне штурхало в Темрику и для выступа в методологічний семинар, на семинаре, где еще довольно плённо отрималося разобраться с некими напрямую сделанными с ветами и побочными вещами. Темрику это замута субъектами, она в принципе так уже отрефлексовалась, и певные явления на этот контент перекомпоновались. Вот. Але в цілому, коли глядіть, то тих речей, які я мог би виносити, як мінімум спробувати виносити на медичні знання, їх хапає. Що коли комусь немає з чим виходить, можете передати своє право мені. Я з радістю скористаюсь. Ось. Ось. Про игру осталось. Про гульню. Про гульню все просто. Я явно не хочу быть там игротехником на гульне, потому что мне больше проматывать позиции улица гульни. З іншого боку, мені цікаво почути у досліджуючої позиції, з одного боку, політиці, як це все розворачується створення, розворачування були підрихтовка. І, можливо, сама підрихтовка ігротехнічна, вона може восполнити які пробіги моїх. Виявленнях, але може бути и лишним. Тут я буду какие-то порядок. Читаем. Ты сказал, что ты собираешься там больше працевать с идеологией, с онтологией, как ты собираешься? Семинар? Теорику, да. Варианты не так мало. Тут можно спробовать вытопить литературу некую и Уже я давно визначився, філософ методолог. Я, правда, поки так і не розумію, розгортування цієї теми, що чого потрібно. Розгортування, Як у сенсі ось, я не розумію. Чим тема? Про технологию стимуляции Сингапура, это это такая пафосная метафора. Да, пафосная метафора.
А ось, ну, якби сам шлях для мене, ну, якби мало зрозуміло. Так шлях ці задачі. Ну, що не зрозуміло? Ну, шлях до этого, до этой технологии. Тобто, що по винику необхідно бути зрозуміло? Незрозуміло дійсно. Ну, так, ну, як ти йдеш, не зрозуміло. Я пам'ятаю розмову про рухи, не ведаю, чому ти відмовився подавати об'явлення, ну, якби, і ні. Як возникла ідеологія антології, я так само не зрозуміла, ну, може бути, я щось пропустила. Ну, тобто я плохо розумію сам смисл. Рух то, що було якби перед этим, чи куди надалі території? Ну і перед, і куди далі, так само. Ну, тобто, на это зараз сказать, это просто якби... Ну, я не верю, не боюсь, что докладно сказать, ну, інший, чем ты уже сказал, то зараз, а не так. Ну... Кто-нибудь зрозумел, Владимир Владимирович, где там рухается Евген Иванович? В основному стик з руками, ну, то що якби... Типа... Якби не самі по собі виникають. І не зрозуміло, якби, ну, тобто, чи можна їх організувати. Ну, вот якби... Да. Все? Ну, будет по технологии естественного отсева. То есть, ну, тут есть как-то готовые, так что стоит формально объявить группу, соберем группу, а там количество сколько, 6 хватит? 5-6. Ну и вот как бы лучше попадут. А те, кто не смогут, те не попадут. А лучших как определять? По боевым заслугам. Кто ходил, во-первых, не опаздывал. Ну это ж не боевые. Ясно. Ну ладно. Ну, у меня, как бы, честно говоря, было общее впечатление, что мы вообще мало куда все продвинулись, но вы так бодро рассказываете. Красиво. Некоторые красиво, да. Подготовились. Хорошо подготовились, да. Хотя, в общем... И что, у тебя исчезло это впечатление? Нет, не исчезло, честно говоря. Зачем? Зато весело. А у вас? Ну, тебе будет. Понятно. Так а что это для школ? Что школа загибается? То есть если нет превращения в индивидуальных траекториях людей. Ну что за загибается? Ее нужно только разогнать. Можно еще бить. Ну, если бить, то... А куда бить? Надежд никаких. Які були надії? І чому якби це важливо?
Владимирович, вы собираетесь с тем, чтобы что-то сказать, или просто вздыхаете? Ну, вот думаю, стоит что-то говорить или не стоит, могу я что-то сказать или нет. Я спросил у Леонида, он тут марнує час, і нечто відбувається з ним. Я щиро не змог сказати, дайте мені. Ну, он сказал, поглядим. Отдавши это на натуральный процесс. Может, что-нибудь отгрузится, сказал Леонид. Ну вот интересно, а я что должен на это сказать? Я стою, например, там, с командой альпинистов у подножья горы. И говорю, нам надо взобраться на вершину. Он говорит, да, красивая вершина, здорово, так она влечет нас, и так далее. Да? Я говорю, ну пошли. Они идут не вверх, а по горизонтали, вдоль. Я говорю, слушайте, ну чтобы гору пройти, вот тут там, 3 километра, например, да? Но вертикально. Он говорит, ну умный в гору не пойдет, ведь удобно ходить по горизонтали. И вот, как бы, скажем, кладем на покорение вершины 2 года. Год уже ходим по горизонтали. И никуда не поднимаемся. За год докторские диссертации пишутся. Нет, конечно, там 99% докторских диссертаций это говно полное. Любой дурак это напишет. И пишут дураки, потому что их как бы к этому прижимают и там требуют. Мы не прижимаем, не требуем, да? Но за год, блин, можно было что-то сделать. Я сам себе напоминаю какой-то, блин, самый идиотский белорусский вуз, куда пришли студенты, и дальше их надо длить, довести до диплома. И никого выгнать нельзя. Нахрена? Нельзя выгнать. А смысл, блин? Понимаешь, выгнать можно, сравнивая. Вот это успешные перспективные студенты, с ними надо работать, и на них надо тратить силы. Вот это бесперспективные, на них тратить силы не надо. А если почти все одинаково, как бы, и никак не это самое, не проконтролировать, не сравнить, ничего, потому что никто никуда не движется. Все ходят по горизонтали. Вот единственное решение, которое напрашивается. Либо набраться терпежу и вместе с Леонидом дождаться окончания 2-летнего периода просиживания штанов и сделать вид. Ах, как нам было хорошо, как это вот на выпускных вечерах всегда бывает. Море цветов, как нам было здорово, и так далее, и так далее. А? Я бы не отказалась. Ну, не знаю, мне это нравится. Настя, чтобы заниматься популяризацией науки,
нужно хотя бы какую-то науку выбрать. Ну, например, микроботанику Галиновского. Вот возьмите и популяризируйте, а? Не подходит В этом смысл микроботаника. просто, это было даже ваше предложение, я началась с методологии. Не знаю, как ее там официально можно инициацию науки. Ну, методологию надо как-то освоить тогда, да, если ее популяризировать. Чего именно методологии? Потому что просто так популяризировать физику, скажем, да, это не рекламу ведь создавать. Химия в жизни. Еще что-нибудь. Ну и за что не возьмись. Да? Ну, у вас в партии-то есть успехи, я так понял. Какие успехи? Ты видел этих зеленых? Успехи. Не, ну главное, меня даже не интересует, что там у них в партии. А? Я вот то, что здесь услышал. Отличный показатель у Сергея, сделал он сеть. А у него там уже это самое 1000 с чем-то этих самых юзеров в эту сеть вписалось. И что? У Цукерберга их миллионы. И что? И за что не возьмись, да, вот как это... Для меня там все время вопрос, даже когда там, речь идет о каких-то продвижениях, вообще, насколько это связано с тем, что происходит здесь. Ну да. Ну, как бы, чем это связано, как это связано. То есть у меня ну, как бы, две проблемы. Это вот, понять про эту связь. Ну и, например, если здесь ничего не будет, то, ну, скорее всего, вы продолжите заниматься тем, чем занимаетесь. Видите, вот есть у нас несколько девочек там, и мальчиков, да, которые ходят в летучий университет на разные занятия и ходят одновременно на спелный сход, еще куда-нибудь, понимаете? И туда ходят, и сюда ходят. Но на спелный ход можно ходить до скончания века, как бы, до могил. И петь. Одни и те же песенки, одни и те же это самое, понимаешь, никуда ты не выйдешь потом в Ласкало, на конкурсе не победишь, просто получаешь осолоду, как говорит Бабков. Но мы же вроде как бы не для этого все это делаем. Я понимаю, что летучий университет не самое худшее место для убийства времени. Не самое худшее. Наверное, есть похуже. Но только это не место для убийства времени. Хорошо. У меня вопрос тогда хорошо, допустим, а игра, эксперимент, что вот, например, спланированная игра там, она с ней что по горизонтали? То же самое. Пока что ничего. То же самое. Да, сколько мы 2 месяца назад назначили этого бывшего методолога Приклишевича игры. И что мы имеем? Он выходит сегодня, первый садится, и на вопрос Козловского мямлит что-то, про тему игры. Там еще что-нибудь. Я почему сразу завелся, руководитель игры. У него должна быть артикуляция, железо в голосе, ясные, четкие формулировки, с акцентами, запятыми и восклицательными знаками, которые произносятся. А это что? Руководитель игры, куда мы с такой игрой продвинемся, спрашивается. Вот проведем, конечно. Провели же батлейку на Новый год, и это проведем. Вы батлейку не трогайте. Лекцию уже, наверное, не будет. Нет, лекцию не будет.
вы начинали что-то говорить. Я начинала говорить, что, ну, первое, это мои впечатления. Первое, я не понимаю, ну, почти во всех случаях, как это связано с тем, что происходит здесь, все ваши, не знаю, горизонтальные, вертикальные, еще какие-то движения. Ну, то есть у меня лично, у меня самой нет ответа на вопрос, о смысле ли нам продолжать напрягаться. Это первое. Второе, что меня не, ну, как бы, что мне там не нравится во всем этом, это отсутствие, ну, неких взаимных, ну, то есть совместных ходов и ориентаций. Конечно, откуда они могут взяться, если, блин, да? все топчутся на месте? Ну, и на месте, или в чем-то своем, и, ну... Что такое совместные ходы? Совместные кого? Тебе не хватает этого самого мыслителя. Этим тоже не хватает мыслителя. Там, ну, как бы, ну, то есть, вот мы год уже, ну, а некоторые больше, варимся в, ну, более или менее общем пространстве. Ну, в общем, никто никого не нашел. Ну, давайте так, скажите, пожалуйста, вот вы слышали друг друга, да? Вы нашли в друг друге что-нибудь ценное, чтобы вам хотелось помочь этому человеку решить его задачу? Ну, или какую-то общую задачу. Кто хочет помочь создать партию зеленых? Вот эта бестолковая толока, блин, которая собирает деньги на всякую хрень. Почему не пустить все эти деньги, блин, и все эти ресурсы на создание партии? Нет. А может быть, ну и нахрен эту партию? И лучше толоку создавать общественное движение, которое собирает деньги на разные хорошенькие, мелкие инициативки. В том числе, например, на защиту котовки. Или пересаживание деревьев из котовки в другое место. Нет, блин. Вы же не слушаете друг друга. Никому не интересно, что делает другой. Но это не потому, что неинтересно мне, не только потому, что мне неинтересно, там, или, там, скажем, тебе неинтересно, что он делает. Но и ты не делаешь интересным это для других. Понимаете, игра – это всегда коллективная штука. В том числе создание игры. И создание игры. Это азартная вещь. Где азарт? Какая игра без азарта? Нет, когда вы едете в поезде, можно перекинуться в дурака. Все равно убивать время надо. Понимаете, это совсем не игра. Я вспоминаю ваши годы. Это сейчас было хорошо. Я в ваши годы. Да. А что делать? Нужна елочка зажглась, пожалуйста. Ваши годы. Сколько мне было? 25, 26. Меня ставят делать рутинную работу. Нет, у нас все сотрудники кафедры, я научный сотрудник. Все научные сотрудники читают лекции. Я говорю, я пришел наукой заниматься, блин, какие лекции нахрен? У нас так принято, ладно. Я говорю, хрен с вами, буду читать лекции. Ну, у нас только один курс остался, история педагогики. При чем тут педагогика, блин? Я инженерный психолог. Он говорит, ну другого нет. Ставят меня читать историю педагогики. 25 лет что я делаю? Я год с чувством унылой обреченности, тоской в глазах рассказываю хрень, которую прочитал в книжке. До отвращения дохожу. Потом сажусь и переписываю, переделываю весь подход к истории педагогики. И все сегодняшние потуги, все сегодняшние, блин, там, понимаешь, люди Нобеля не получают по педагогике, но становятся всемирно известными учеными. В общем, они не доходят до тех вопросиков, которые я поставил себе в конце таблички. Но я выпал как бы из этого надолго. Потом сегодня читаю
и грущу с утра. Новый текст на летучем университете стоит. Чувак в Австралии возглавляет огромный международный там центр. И разрабатывает он темы, которые описаны гораздо глубже. В нашей, со Светланой, книжечке про функциональную грамотность 99-го года. Но под эту херню, которой занимается этот чувак в Австралии, сколько там, 8 стран, вложили кучу бабла. Международный центр создан. Мы это делали без всякого бабла. Ну, правда, был небольшой грантик норвежский на это дело. Но по результатам этой работы был подготовлен доклад для ЮНЕСКО, за который Светлану выгоняют с работы. Ну, по крайней мере, это результат. Этим можно гордиться. А вы чем гордиться будете после окончания 2 лет? Блин, но если вы не увлекаетесь задачами, проектами друг друга, я не понимаю, какого хрена вы таскаетесь сюда, не увлекаясь моими проектами? Ну, мои-то точно увлекательные. Задачи, которые я решаю, они, блин, вам, как, не знаю, перспектива на много лет. Да, у меня много чего не получалось. Ну так продлите, блин, вы же умные. Амбиций нету. Как там это? Как и в сраке. Шило в заднице. Чего нет? Нет, блин, они будут своей херней заниматься, нудить, блин, никого не увлекая этим нудежом. И ждать, пока закончится 2-летний курс магистров игры, чтобы потом сказать, ну какая херня, блин, в этом летучем университете. Ну действительно херня. Разгоним. Я шутку. А ты разгоняй. Да, я разгоняю. Ну, в общем, сегодня все равно лекции не успели. Но я не знаю, почему. Наверное, какую-то эту лекционную часть мы доведем до конца. В общем, мне кажется, что... Ну, в общем, либо мы делаем игру школы, либо, да, можно, по крайней мере, школу запускать. Я, ну, как бы из там, вариантов решений, которые вытекают из ситуации, то есть их несколько. Либо продолжение, но это продолжение тогда связано, ну, с собственными целями организатора. То есть если мы, например, продолжаем как бы базовый курс, который сейчас ведем, знак задачи проблемы, то тогда он имеет как бы смысл на разработку, собственно, содержания курса и работа как бы с этим. Кто-то на него уходит, ну, как бы, ну, тогда воспринимается как присутствующая в ходе осуществляемой работы. Да? И в этом смысле доделываются какие-то части из там, содержания методологического образования. Вот. Либо как бы, вся эта лишняя педагогическая часть секвестируется нахрен, как бы оставляются форматы обычной методологической работы, там, а-ля подготовка к игре, там, специфические там, задачи типа подготовки игротехников и так далее, плюс там методологический семинар, плюс какие-то там другие формы работы, которые осуществляются. Кто хочет, тот ходит, остальные в остальном все свободны. Например, такой формат. Ну или всех выгоняются, говорит, все запрет на 3 года посещения летучего университета. Можно вопрос? Значит, а что хотелось вот получить со стороны летучего от слушателей? Для меня, если честно, я буду абсолютно искренним, всегда это было большой загадкой. Значит, когда я только начинал свое хождение, вообще как бы артикулировались такие вещи, что летучий помогает как бы, людям решать их интересные задачи, проблемы, которые стоят как бы, перед ними. Но я так понимаю, что как бы, стояла еще некая задача у летучего. Я так понимаю, что сегодняшний кризис связан с тем, что как бы, слушатели не приходят к решению задачи летучего. Так, а в чем задача летучего? Подожди, у нас есть совершенно разные форматы жизни людей. Да. Есть курсы, куда ходят люди, и как бы мы их, в общем, не трогаем. Ну вот конкретно вот эта группа. Да, школа магистров игры предполагала, что люди осваивают там, методологический подход и делают, да, возможно, свои, но амбициозные, значимые проекты. Вот как бы формально выглядит все неплохо, но реально
ну, я высказала все свои сомнения. Да? Во-первых, я не уверена, что то, что делает каждый, имеет хоть какое-то отношение к тому, что происходит в школе. Мне важно видеть влияние, и в этом смысле для меня важно, пусть это будет ваша собственная практика, да, но втягивание ее, в принципе, как часть культурной политики, да, методологической программы. Если эта практика будет методологизироваться, то это некое общее втягивание, в том числе в нашу деятельность. Да? Я этого не вижу, не понимаю. И, наверное, вы там чего-то себе получаете, но для этого не нужна школа магистров ИГР. Для этого можно ходить на курсы Мацкевича, на методологический семинар, и не париться. Да, если я читаю лекции, то читаю лекции. Да. Ходите себе, слушайте, получайте, что хотите. Внесите к себе в норку, делайте с этим, что хотите. Егоров не будет париться, что кого-то там покалечит именем методологии. Короче. Это первое. Второе, когда я говорю про взаимность. Да? Дело даже не в том, что вы там все вместе бросились делать какой-то один проект, а в том, что, я не знаю, может, я этого не вижу, да? Но я не вижу, наверное, это плохое слово, сообщество, да? Но в свое время мы, конечно, не в таком формате собирались и развивались, с Андреем и так далее, но ты находишь себе контрагентов, да? В кругу людей, которые разделяют определенный подход. И в этом смысле мне не нужно ходить было к Мацкевичу каждый раз, да? А я, обсуждая свои вопросы и свое движение, я обсуждаю с Егоровым, с Оксаной, еще с кем-то, да? То есть, в этом смысле это школа, да? Школа, в которой не отдельные люди, не курс, в который приходят люди и уходят. Да? Иногда могут пиво попить, имеют приятные человеческие отношения, а которые в своем движении друг друга развивают, двигаются вместе. А как контролировать развитие, про что спрашивали они? И вот когда создавалось агентство гуманитарных технологий второго созыва, я видел воочию, и не надо было никаких тестов, я видел развитие. Каким образом? Вот сидит человек, Татьяна Водолажская. Я даже когда-то написал статью на потерянном сайте Дау Водолажской. Ее развитие заключалось в том, что она бросила карьеру, имея президентскую стипендию в Институте социологии, кандидат наук. Бросила и пришла сюда пахать. Она совершила поступок, зигзаг, поворот в своей судьбе. Егоров, который мог бы сейчас прохлаждаться с Санниковым в Варшаве, быть так много где мог бы еще чего-нибудь и так далее. Когда попал на игру в Киеве, сказал, я буду заниматься вот этим здесь, как мое место и так далее. Что он тогда умел, чего он тогда мог? Теперь он большой, европейский политик. Оксана Шелест. Карьера, может, она не имела президентской стипендии, не хватало тех звезд с неба, как у Водолажской, но она была ученым-секретарем Института социологии Академии наук. Сегодня она могла бы быть уже замдиректора вместо покойного ее учителя Бушенко. Но она тоже, ее развитие выражалось в том, что она поняла, где ее место. И развитие – это кризисные ситуации в жизни, в карьере человека, в деятельности его. И выход из этого кризиса на новый уровень. Рассуждение про то, что я делаю вот это, я год делаю, 2 года делаю, 3 года делаю. Одно и то же. Как в этом Оруэлл в «Скотном дворе». Прям каждый эпизод, какой-нибудь кризис очередной этого социализма. И там есть такой персонаж, лошадь по кличке Боксер, который на все кризисные моменты
без всякой рефлексии один ответ. Он встает на собрание и говорит, а я буду работать еще больше. Ну, в общем, наверное, Он заканчивает. плохо кончил, его намыло потом. Они все Да. кончили плохо. Ну, вот И это риск всегда. Да, развитие это связано с риском. я еще немножко про эту игру. Да, которую, дело не, ну, как бы, проблема не в том, чтобы организовать игру, там, общую университетскую игру. Ну, то есть без Ивана, с Иваном мы ее организуем, проведем, ну, в конце концов, проводили, организовывали. В этом смысле, ну, вот для меня возможность там передать Ивану и, ну, как бы, чтобы игра была организована не нами уже, да, это, собственно, возможность собственной университетской игры. Первый раз. Да? И ну, как бы, вот для меня лично это был бы охренительный вызов. Потому что, ну, если учитывать там все наши зигзаги развития летучего университета, то, в общем, ну, как бы у нас не так много реальных, ну, скажем, инноваций, да, ну, реализованных инноваций в, ну, собственно, университетской жизни. Ну, да, там что-то, или что-то уже привычное, как там, свободное посещение, что-то не очень случившееся, да. До сих пор игра претендует на, ну, как бы, офигительную инновацию организации жизни в университете. Но пока эту игру буду организовывать я, ну или Мацкевич, это будет как бы не инновация. Ну и вот, ну, для меня в каком-то смысле это в том числе проверка самой возможности организации университетской игры, как, ну, собственно, как жизнеспособности уже самого летучего университета, как, собственно, там, инновативный, ну, какой-то такой, как университет игры или еще чего-то. Вот такая трепеткая задача. И это, ну, совсем другое, чем Ася, вот, ну, например, организация игры там кому-то на заказ. Ну, это тоже очень важно и хорошо там для развития, но это не то. Все. На сегодня хватит, расходимся. Кажется, давайте отбивку сделаем. Давайте. Зачем мы подвешиваем? Ну, Да. вопрос как бы... Да. Ну, для меня отбивка следующая. Первое. Я уже в целях, ну, собственно, этих образовательно-методологических считаю, что нужно продолжить, ну, дочитать спецкурс вне зависимости от того, ну, просто чтобы, как Андрей сказал, для понимания, собственно, методологической возможности образования. Про спецкурс — это знак задачи проблемы. Второе — это вопрос там, самоопределения и дальнейшего развития. Если тебя удается тебе запустить семинар по организации игры, ну, дальше смотрим. Нет. Ты какую-то отбивку хотел сам сделать. Ну да, то есть я как бы с учетом, ну, Андрей просто озвучил перспективы, но с учетом вот как бы кризисного состояния школы методологической, ну, я думаю, тогда вот самая главная проверка вообще, ну, школа есть или нет, это вот способность организовать игру. То есть, соответственно, все, ну, все там личные там движения, они в принципе не имеют никакого, ну, значения. То есть, либо мы школой организуем игру, и тогда школа состоялась, либо нет, ну и все. Как бы это и есть вот, ну, скажем, такой смысле, да. проверка действия. То есть. Я поддерживаю. То есть... Так а что поддерживать? Вот Иван как бы тоже это самое выступал, да? Вот скажи, тебе люди, которые слушали, или тебя послушали потом, да, выступали со своими задачами. Ну, давайте на встречность эту рассмотрим. Что получилось? Кому ты делал предложение? Что тебе отвечали на эти предложения? Или не делал предложения, а кто-то говорил, я буду участвовать, потому что я хочу. Хочу, но не без цели, без задачи, которая поставлена им на эту игру. Потому что хочу, мне интересно. Но есть несколько людей с задачами, и я считаю, что они могут полноценно влиться в организацию игры. То есть, поскольку у них есть зачем это делать. Но есть те, которые с исследовательской целью, у меня к ним большой вопрос, конечно, как они
ну, насколько они будут деятельно своим исследованием заниматься. Исследователи просто самостоятельную ценность имеют. Ну, Это отдельное место. Я это знаю, как бы, про это. Но вопрос, они способны ли занять это место, или то, что они называют исследовательской целью, это просто любопытство. Ну а что значит способны? Ну, Вот понимаешь, я как бы, методология, вывернутая даже в какую-то практическую форму, типа культурной политики и так далее, это очень целостная штука. Я, по-моему, говорил, по крайней мере писал, я не знаю, читали вы, как вы вообще относитесь к тому, что я пишу, там, в Фейсбуке, в книжках там, и так далее. Способности – это флагистонная теория психологии. Никаких способностей самих по себе не бывает. Есть оспособленность. И способность есть как бы результат, конечный пункт освоения способа деятельности, оспособления. Без дела без включения в работу никакая способность ни у кого не возникает. Клишевич, он собирается научиться играть на фортепиано. Может быть, лучше и пошел бы играть на фортепиано. Да? Но нельзя научиться играть на фортепиано, не играя годами. Не надо годами. Иногда некоторые способности осваиваются, оспосабливается человек. Просто делая. Ну, для того, чтобы делать и напрягаться, азарт нужен. Азарт, порус. Горячее желание. Не просто хочу, а мне бы хотелось. Горячее желание. А что ты, блин, по этим самым своим пикапом ты занимался? Что такое пикап? Вызвать горячее желание у женщин. Так и здесь та же самая хрень, как бы, тебе вызвать горячее желание, присоединиться к тебе в качестве игротехника. Для этого ты должен увлечь темой, увлечь как бы сверхзадачей. Что такое эта игра? Вообще-то вы должны поставить на уши летучий университет. Это игрой. Все школы, всех преподавателей и так далее поставят на уши, запрограмматизировать, и потом двинуть куда-то в каком-нибудь направлении, которое вы посчитаете нужным или которое получится в результате игры, потому что результат игры непредсказуем, в отличие от деятельностных планов. Но тем не менее, толкнуть, поставить на уши и сбить с привычной как бы орбиты хождения или кручения по одной и той же плоскости. Как активизируются эти самые электроны в атоме, выскакивающие на другую орбиту? Повышается энергия, выделяется энергия. Это энергетическая составляющая в игре обязательная штука. Без азарта, без увлеченности, без этих всех вещей игру провести нельзя. Поэтому все вы очень умные. Я вижу, блин, и умственный интерес, рассудочность, там какие-то еще штуки там и так далее, и так далее. Но, блин, смелые рыбы, как я не знаю кто. Да, возможно, где-нибудь. Во флирте, там, когда вы девушек клеите или наоборот. Где-нибудь еще, возможно, там это все есть. Я этого не вижу, я здесь этого не вижу, главное. А там мне как бы это мало волнует. Нет, мы не продолжаем. Точно не продолжаем? Да. Иван, ты хотел это самое, чего-то там сделать? У меня было просто work-предложение. То есть все выбираем в расписании ближайшую свободную дырку. Там назначается игровой семинар. Все желающие школы методологов туда приглашаются. Все, кто туда не помещаются, они автоматически отчисляются уже из школы магистров игры. И работаем тогда вот этой группой. Ну, во-первых, ты не превышай полномочий, как бы, школы магистров игры. Мы сами отчислим. Да. Но ты, да, как бы отсекаешь из команды игротехников, по крайней мере, да?
Отлично. И я предлагаю в дополнение к этому нам туда не ходить без специального приглашения и поставленной Иваном задачи. Поставишь задачу, придем. Не поставишь, делайте, что хотите. Ну, про задачу я сегодня лекцию не начал читать, поэтому вы не знаете, как ставить задачу. Вот так. Все.